Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Политика» с Георгием Яланжи. Сегодня я буду беседовать с директором Центра исследований стратегических реформ Галиной Шеларь. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. С удовольствием. Я знаю, что вы сегодня приехали в Камрад для участия в круглом столе с участием экономических агентов Гагаузии. Скажите, пожалуйста, чему была посвящена эта встреча? Ну, мысль приехать в Гагаузию, скажу откровенно, это оказалось проще организовать это мероприятие в Гагаузии, чем, допустим, в Кишиневе. Наверное, это нормально. А с другой стороны, я давно, можно сказать, всю жизнь профессионально занимаюсь экономическим анализом. И, в общем-то, те тенденции, которые наметились в экономике региона, и та ситуация, которая складывается у нас в стране в целом, в общем-то, они подсказали тему, которую мы избрали для нашего семинара. А тема звучит так: свободная торговля и инвестиции. Ну, поскольку дело происходило в Камрате, то все это мы попытались проанализировать с точки зрения того, на примере Гагаузии, как вот пилотный регион. Гагаузия — это второй раз. Почему Гагаузия? Потому что, в принципе, Гагаузия из всех регионов Республики Молдова, здесь, в Гагаузии, самый большой опыт регионального развития, то есть развития как региона, то есть это изначально. В этом смысле Гагаузия — это в определенном смысле, во многих отношениях, пилотный проект, где, если так можно выразиться про регион, можно поэкспериментировать в хорошем смысле этого слова и быстрее, в силу масштаба, получить результаты этого эксперимента. Очень хотелось бы, чтобы положительные. Ну, а основой послужило проанализировать те соглашения, которые у нас есть. В общем-то, мы попытались подвести через анализ и провести связку, подготовить и услышать мнение экономических агентов по поводу тех переговоров, которые ведутся правительством Республики Молдова о соглашении о свободной торговле с Китайской Народной Республикой. К сожалению, это стало традицией, что информация ни в бизнес-сообщество, ни в экспертное сообщество ее поступает крайне мало. И мы решили порассуждать, как можно использовать тот опыт, который у нас есть в реализации соглашения о свободной торговле и со странами Европейского Союза, и со странами Содружества независимых государств, и с Турецкой Республикой. К сожалению, не столь известные соглашения о свободной торговле, которые у нас тоже очень давно действуют, со странами Центральной и Восточной Европы. Но разговор был направлен на то, как расширение торговли может простимулировать инвестиции. Безусловно, опять, поскольку мы находились в Камрате, то мы попытались на этот вопрос ответить, как можно простимулировать через расширение торговых преференций, как можно простимулировать, или, вернее, результировать это и в прирост инвестиций, или приход инвестиций в регион, в автономное образование. Вы очень часто выступаете в средствах массовой информации. Буквально сегодня я готовился к этой программе и видел ваши прогнозы относительно курса валют, относительно каких-то макроэкономических показателей, относительно всего, что связано с экономикой и финансами. Как вы оцениваете экономическое развитие Гагаузии за последние 4 года? На ваш взгляд, приходится ли говорить о какой-то положительной динамике? Я сразу оговорюсь, я как-то, может быть, потому что я человек более старшего поколения, я мыслю пятилетками, но что необходимо, поэтому мне сложно уложиться в предложенные вами 4 года, но я думаю, что если говорить о тенденциях, это не очень важно. Что необходимо отметить, и что в определенном смысле стало неожиданностью для меня, в автономии, как-то мне, может быть, я ошибаюсь, но достаточно явно
проявляются, ну, скажем так, абсолютно новые, нетрадиционные для региона виды деятельности. И это не только вот, ну, традиционно, что уже давно развивается, допустим, текстильная промышленность, но сборка тракторов, она у вас сейчас пополнилась, ну, пусть не очень серьезным, так сказать, видом деятельности, да, но это все-таки возвращение производства, возвращение промышленной деятельности. И мне кажется, что это очень важно, потому что, допустим, если говорить о структуре, ну, скажем, продукции собственного производства, которая вывозится за пределы Гагаузии, то что можно сказать, какие изменения? Гагаузия, ну, по сравнению с другими регионами страны, она традиционно, доля продукции, вывозимой за рубеж, она традиционно выше и среднереспубликанской, и по другим регионам страны тоже. Ну, я, конечно, исключаю Кишинев. Вот. Поэтому, что радует, уверена, вот я проанализировала информацию за 10 лет, это то, что доступная информация для меня была. И вот за 10 лет, это, как мне кажется, это очень небольшой срок, произошли, ну, видимые сдвиги, скажем, в той гамме товаров, которые, то есть к традиционным товарам для Гагаузии, ну, это зерно, это, конечно, там соки, джемы, но постепенно начала возвращаться, допустим, переработка овощей. Пока спонтанно, пока в не очень больших объемах, но оно появляется. И мне кажется, что это очень позитивные тенденции. Я посмотрела по прикидкам, к сожалению, у нас демографическая статистика немножечко замерла, и пока информация есть, но вот так по моим оценкам, скажем, по темпам сокращения, как это не печально звучит, но все-таки по темпам сокращения населения Гагаузия выглядит вполне, ну, скажем так, достойно на фоне других регионов страны. Это тоже важно. Очень сильно активизировался бизнес, причем с учетом того, что прежде всего, естественно, малый и микро, но, скажем так, я вот как экономист говорю, да, по числу малых предприятий на 100 тысяч жителей, потому что понятно, что если говорить об общем числе, то в связи с территорией, с общей численностью населения цифры получаются небольшие. Но с точки зрения, вот вы опять Гагаузия опять уступает только Кишиневу. Поэтому мне кажется, что вот все эти позитивные сигналы, которые начинают устойчиво проявляться в автономии, они, ну, скажем так, неплохая заявка на то, что в условиях концепции полюсов роста, ревитализации городских поселений, ну, мне кажется, что это хорошая заявка, чтобы не какой-то конкретный город, да, там, Камрат, Кагул или еще, ну, Камрат и Кагул здесь, на юге. Мне кажется, это очень хорошая заявка, чтобы на юге нашей стране появился полюс роста под названием Гагаузия. И мне кажется, что это реально, и, по крайней мере, вот я еще раз говорю, что какие-то позитивные наметки, то есть позитивная и качественная заявка на то, что именно Гагаузия даст толчок развитию молдавского юга, мне кажется, они есть. Говорите о росте, я хотел бы отметить тот факт, что в 2015 году бюджет Гагаузии был равен 515 миллионам леев. Сегодня же мы в 2019 году говорим о сумме почти что равной миллиарду леев. Вот. Но проблема, вы знаете, то, о чем вы сказали, ну, это по большому счету
тоже свидетельство того, что экономика страны, региона развивается, потому что, ну, бюджет, это формирование бюджета, да, и доходы бюджета, это, по сути, ну, как бы наша, да, поддержка жителей или деньги, которые мы отдаем государству, чтобы оно выполнило те функции, которые мы самостоятельно выполнить просто не можем. И это везде так. Ну, значит, то, что вы сумели увеличить сборы, это два факта. С одной стороны, рост производства, то есть рост экономической активности как экономических агентов, так и просто населения. А с другой стороны, хочется верить, что это не только, так сказать, результаты развития бизнеса, но и результаты развития институтов автономии, то есть что это значит, ваша инспекция срабатывает хорошо и умеет лучше и грамотнее администрировать налоги, потому что, ну, это все между собой связано. Да, я хотел жизнь. узнать вашу экспертную оценку относительно этих доходов. Это зависит только от республиканских показателей, либо зависит от экономической активности внутри региона? Конечно, зависит. И если мы говорим о бюджете, то, опять же, вот по сравнению, вот я еще раз говорю, я немножко другой взяла период, чем том, о котором вы меня спрашиваете, но совершенно однозначно, ну, понятно, что источники пополнения бюджета, ну, с точки зрения источников, да, их перечень достаточно такой условный и контролируемый. Но вот то, что у вас изменилась, ну, скажем так, значимость конкретного источника в пополнении бюджета, это очевидно. И вот я сейчас продолжу, и, безусловно, это связано и с тем, что изменением, скажем, я не могу сказать полностью экономической ситуации, перелом экономической ситуации, но то, что у экономических агентов появилось желание, ну, скажем так, расширять бизнес или начать новое дело, это однозначно. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, в общем-то, положительным я считаю и тот факт, что бизнес Гагаузии, он начинает активнее заимствовать, то есть привлекает заемные деньги. Ну, а это, безусловно, с моей точки зрения, с точки зрения дальнейшего развития, это тоже признак стабильности, потому что, ну, если ты берешь кредит, то это значит, ты уверен, что, твое дело состоится и будет, и с другой стороны, что ты сможешь с кредитом рассчитаться, но и еще его продолжить. Поэтому, мне кажется, и с точки зрения, ну, скажем так, источников пополнения бюджета, пока еще незначительно, но значимость, то есть зависимость от центрального бюджета, хотя я не могу назвать это полной зависимостью, потому что в определенном смысле деньги сначала уходят, ну, условно уходят из автономии в государственный бюджет, а потом просто, то есть это происходит цикл, да, потому что там, ну, допустим, налог на добавленную стоимость внешний на импорт, он администрируется только центральным бюджетом. Поэтому как бы это деньги, заработанные здесь, но сначала поступающие в центральную копилку, а потом уже распределяемую по регионам. Но вы показываете, что вы начинаете учиться или пытаетесь, ну, в общем-то, в определенном смысле помочь и государственному бюджету. То есть это понятно, что эти деньги идут, ну, не только на потребление, за счет этих трансфертов строятся и дороги, ремонтируются, там, здания, сооружения, то есть больницы оснащаются и так далее. Но здесь, мне кажется, вот мы об этом не говорили, может, вы об этом хотели спросить позже, но мне кажется, что автономия, ну вот, это действительно где-то, наверное, последние, ну, максимум 5 лет, может быть, это меньше. Ну вот совсем в последние годы Гагаузия, Камрад, они стали примером того,
как на очень небольшой территории умеют составлять проектные предложения, то есть предлагать партнерам по развитию очень разным, да? Но у вас во благо Гагаузии успешно и очень разнонаправленно с точки зрения видов деятельности работают и партнеры Европейского Союза, и партнеры, проекты, которые осуществляются при поддержке Агентства по развитию Соединенных Штатов и отдельных европейских стран. Здесь работают российские партнеры, им тоже комфортно. Последние, наверное, опять года 4, к ним совершенно спокойно присоединились коллеги из Турции. И все это как-то происходит, с одной стороны, успешно, а с другой стороны, конечно, выигрыш получает Гагаузия, потому что вы сумели найти ту точку, когда присутствие одних не тормозит появление других. И это очень важно. Я надеюсь, что вот это ваша... Сейчас, вот сегодня, открывая наш круглый стол, директор главного департамента экономики сказал, что девиз вот их действий Гагаузия 360 градусов. Я думаю, что вот если бы это стало девизом всей Молдовы, то у нас, по крайней мере, социально-экономическая ситуация начала бы развиваться или разворачиваться в более позитивную, особенно с точки зрения граждан, сторону. Галина Николаевна, в нашей стране помимо Кишиневского аэропорта есть аэродромы в Маркулештах, в Бельцах, в Кагуле. Это практически готовые площадки для эксплуатации. Но в то же время эти аэродромы, аэропорты, они пустуют, простаивают. Сейчас в Гагаузии активно обсуждается возможность реанимирования Чадарлунского аэродрома. Тоже есть, с советских времен остался этот проект, он когда-то работал, функционировал. Сейчас предлагается его реанимировать и построить современный аэропорт в Чадарлунге. Как вы думаете, какой потенциал у этого проекта, какое экономическое обоснование? Нет, я сразу скажу, что об экономическом обосновании я ничего вам не скажу, поскольку это серьезная работа, и это работа не просто профессионалов, это сначала должны работать инженеры, это серьезно. Но с другой стороны, я вот скажу так, то есть в интернете этот вопрос, особенно там последние пару недель, очень активно обсуждается. Активно обсуждается. Я вам скажу так, с точки зрения реалий, которые у нас есть, пока намерение не оживить аэропорт в Маркулештах как аэропорт, не оживить аэропорт в Кагуле, пока успехом не увенчались. Хотя и по этим двум аэропортам проводились и инвестиционные конкурсы, и уже предпринимались конкретные попытки реализовать их как проект. О Чадарлунгском аэропорте я вот услышала впервые, за 30 лет нашей независимости. С точки зрения реальности этого проекта, я еще раз подчеркиваю, что это непрофессионально сказать, да, это окупится, это вопрос для того, чтобы делать инвестиционное предложение, просчитать все риски. Но с точки зрения, опять же, так сказать, просто реалий основного наблюдателя, я думаю, что это будет востребовано. Единственное, о чем риск, который должны учитывать те, кто будет предлагать инвестиционный проект, это то, что инвестиционный проект Кагул уже был. Вот, поэтому, если к этому относиться, то к этому надо относиться не просто серьезно с точки зрения техники, а еще серьезно с точки зрения того, как быстро. Потому что понятно, что если Кагул успеет первым, то аэропорт в Чадарлунге вряд ли появится. В случае с Чадарлунгой здесь речь идет о сотрудничестве с турецкой стороной.
Я еще раз говорю, это я понимаю, что за счет бюджета Гагаузии вы построить аэропорт не можете, Конечно, и, во-первых, конечно. потому что нет на это средств, Да и и в не Кишиневе только. тоже инвесторы содержат Нет, аэропорт. я говорю, не потому что это Гагаузия, да, потому что, ну, это нормальный аэропорт, это серьезный инвестиционный проект, всегда в условиях острых бюджетных ограничений в Молдове особенно. Поэтому я говорю, что здесь, если вот этот разговор об аэропорте, а я думаю, что это так, прозвучал, ну, он появился, вот, всплыл на поверхность, да, ну, как некий сигнал, что уже какие-то, ну, по крайней мере, наметки о потенциальном инвесторе есть, и какие-то, это же техническое обоснование, то есть здесь все серьезно. Вот, то здесь я только могу повторить то, что я сказала сегодня на нашем круглом столе. Если у вас это получится быстрее, то титул в столице Юга, я не исключаю, что он может перейти к Камрату. В начале Не 2000... обижая Кагул, конечно. В начале 2000-х годов на юге Республики Молдова, в том числе в Гагаузии, разрабатывался проект по строительству электростанции. Предполагалось его разместить в городе Вулканеште. Затем была выбрана площадка рядом с Вулканештами на территории села Бурлачена в Кагульском районе. Но по каким-то причинам дело не пошло до конца. И вот сейчас вновь заговорили о том, что вот этот проект возможно реализовать. Как вы считаете, электростанция в Вулканештах, если она будет, на каких источниках она должна работать? То есть это возобновляемые источники энергии или на каком-то топливе? Это первый вопрос. И второй вопрос, сколько рабочих мест это могло бы создать, обеспечить? На этот вопрос я вам не могу ответить, особенно про рабочие места, потому что это все зависит от того, какая это будет электростанция. Вот, то есть не только с точки зрения, на каком топливе она будет работать, а это вопрос еще, ну, о масштабе самого предприятия. Поэтому, если это современная электростанция, я скажу вам честно, я не думаю, что это будет очень много рабочих мест. Но тот факт, что Молдова, ну, скажем, и электрозависима, ну, так сложились наши обстоятельства, да, то есть у нас в правобережной Молдове электричество не производится. Ну, вот Но мы еще закупаем еще у Украины тоже, по-моему, электричество. Ну, вот этого вопроса мне бы не хотелось касаться, потому что вот эта структура, она очень мало зависит от экономики. Это тот случай, когда не экономика определяет политику, а с точки зрения наоборот. На каком топливе она должна работать? Ну, если мы говорим, так сказать, об европейском опыте, то, безусловно, это должны быть какие-то это топливо, которое должно наносить меньший ущерб окружающей среды. С учетом того уровня развития технологий, того, что у нас есть, но, к сожалению, там, ветряные станции, это надо считать, солнечные батареи. Я не специалист в этой области, поэтому я не могу сказать, насколько эффективно, потому что если строится электростанция, это, во-первых, не только рабочие места, которые создаст сама станция как предприятие, а с моей точки зрения здесь самый важный вопрос, сколько будет стоить киловатт этой электроэнергии, потому что если она по цене будет золотая, то, несмотря на всю необходимость и потребность, она будет просто не по карману ни экономическим агентам, ни населению. Ну, в этом смысле, конечно, самые, скажем так, экологически чистые и относительно недорогие – это электростанции, которые работают на голубом топливе. На газу. На газе. Ну, об этом мы… То есть это вопрос и потенциальному инвестору, ну и, безусловно, к тем, которые отвечают за подписание контрактов с поставщиками газа для нашей страны. Поэтому этот вопрос, я думаю, решить только
ну, скажем так, желанием только автономии, как мне кажется, ну, менее вероятно, чем, предположим, аэропорт. Мне кажется, что строительство, может быть, там на первом этапе небольшого аэропорта, там, для средних самолетов, я думаю, что это вполне реально. И если это произойдет, то вот это даст толчок развитию региона, потому что он станет более доступным транспортно. Это значит, будут приезжать люди для того, чтобы тем, кому удобнее улететь отсюда, а не из Кишинева или Одессы. То есть это действительно при разумном подходе это может стать определенной точкой для дальнейшего развития региона в целом, ну и страны, соответственно, тоже. Вы сказали, что девиз Гагаузии — это торговля на 360 градусов. Исходя из этого, исходя из потенциала экономики Гагаузии, исходя из структуры экономики, какая отрасль экономики, на ваш взгляд, является более благоприятной и привлекательной для иностранных инвестиций? Вы понимаете, ситуация, во-первых, для того, чтобы... Я, наверное, повторюсь, но меня даже обижает, вот когда задают вопрос, что является более привлекательным для иностранных инвесторов. Мне кажется, и вот именно это я, как мне показалось, я увидела вот ростки такого отношения в Гагаузии. Когда вы... Это не означает, что вы перестаете работать с иностранными инвесторами. Это не означает, что вы не заинтересованы в том, чтобы они сюда приходили, и оставались и работали здесь, в регионе. Но мне кажется, и это, в общем-то, прозвучало опять у нас сегодня на нашей дискуссионной площадке, вот выступление нашей коллеги из Центра консалтинговых услуг, который вот реализуется в рамках европейской программы «Мэры за экономический рост», вы все-таки акцентируете очень серьезное внимание для тех, кто хочет инвестировать в Гагаузию. То есть, и мне кажется, что это очень важно. И если вот таких росточков, ваших собственных гагаузских, которые появляются здесь у вас, которые начинают... у вас очень много, скажем так, зачатков того, что еще не получило развития. Да? Вот мы сегодня говорили, это и вот у вас открылось производство мороженого, в том числе из коровьего молока и из козьего молока. Я понимаю, что это пока только, оно только начинается. Но с другой стороны, если это будет интересно, а потом для современного мира уникальность продукта будет заключаться и в том, что мороженое будет готовиться, я надеюсь, по крайней мере, так пока говорит производитель, будет готовиться из натурального и коровьего молока, и козьего молока. То есть вообще ситуация, когда у нас продукт полностью природный, это продукт большой ценности в современном мире. Сегодня у нас была бизнесмен, которая занимается разведением миндаля. Вот она буквально сейчас пришла к тому, что они получают сертификат, а это, раз они уже оформляют сертификат, это результат большой работы. То есть они получают сертификат о том, что тот миндаль, который они производят, это экологически чистый продукт. С одной стороны, это очень большая работа этого коллектива, да, то есть который не просто, это результат десятилетней работы. Поэтому мне кажется, что вот вопрос ставится не какая область интересна. Вот если иностранный бизнес, иностранные инвестиции, они придут там, где они увидят свой интерес. Вот, например, тоже мороженое. Может быть, это кажется простым очень примером,
Но ведь пока у нас есть очень, то есть Алимком, это, я так понимаю, по-моему, с турецким собственником у нас совместное предприятие. То есть, ну вот заинтересовались, оно стало совместным, поэтому я думаю, что если будет стабильность, если будет поддержка, ну, по крайней мере, органов исполкома Гагаузии, Народного собрания Гагаузии, это хороший повод для того, чтобы получить поддержку и в Кишиневе. Поэтому мне кажется, что вот эти вот подвижки, то есть сначала это был просто необработанный миндаль, и вот это то, о чем мы говорили сегодня. Есть серьезное намерение как бы присматриваться и к новому рынку Китайской Народной Республики. Мне кажется, что еще очень важно то, что постепенно приходит понимание, и, наверное, может быть и с этим связано такое, скажем, такая более сбалансированная, чем, допустим, если сравнить со страной в целом, география приднестровского экспорта. То есть практически у вас очень стабильно, но вот я говорю, у меня были цифры за десятилетку, у вас практически стабильно, ну, плюс-минус 5%, да, как говорят. Вы вывозите продукцию в ареал СНГ, Европейский Союз и остальные страны, и у вас там тоже есть свои точки. И вот такая, скажем так, более сбалансированная география, она позволяет вам, видимо, в зависимости от того, где вы работаете, с кем вы работаете на внешних рынках, точечно привлекать, ну, скажем, их поддержку в какие-то совершенно новые, ну и, по крайней мере, на протяжении многих лет не свойственные для Гагаузии виды деятельности. То есть вот у вас последние 3 года неожиданно для меня, ну, скажем, так, появляется там продукция стекольной промышленности, чего, то есть не было до этого, да, появляются пластмассы, причем, я еще раз говорю, если они там, допустим, в начале десятилетки они появлялись спорадически, то сейчас это становится устойчивой, то есть это означает, что встали на ноги, начинаем потихоньку действовать, расширяться и так далее. И мне кажется, что вот это самое главное. Понимаете, успех приходит тогда, когда есть настроение работать и двигаться дальше. То есть когда ты думаешь о том, как сохранить или даже расширить бизнес. Вот в Гагаузии вот это желание сохраниться, мне кажется, ну вот на таком интуитивном уровне, вот мне кажется, что вот это желание сохраниться и сохраниться здесь, оно все-таки здесь более четко выражено. Галина Николаевна, ну мы вот привыкли говорить о том, что экономика Гагаузии состоит, в основном состоит из сельского хозяйства. То есть это основной вид деятельности. Исходя из того, что вы говорите об открытии новых видов производства, я обращаю внимание на то, что в Гагаузии уже производят автомобильные комплектующие, мы об этом тоже сегодня у вас говорили. И трактора собирают. Да, можно ли говорить о том, что вот мы в Гагаузии способны на нечто большее, чем просто производство сельхозсырья и продажа за рубеж? То есть мы способны на развитие своей промышленности, создание других уже производств. Нет, ну, простите, даже те 2 небольших примера, о которых мы с вами говорили, да, это как раз говорит о том, что такое мороженое. То есть начиналось все с булочек, да? А что такое мороженое? Это значит, для того, чтобы процесс был непрерывным, это значит Цикл. Какая-то, то есть производители молока, и коровьего, и козьего, они берут на себя ответственность, да, что... Стабильный сбыт у них. Да, у них не только стабильный, это, с одной стороны, это они уверены, что собранное молоко, оно будет продано, но с другой стороны, это ответственность, что они обязательно должны собрать это молоко и поставить его не просто когда-нибудь, а в нужное время, в нужное место и определенного качества. То есть это взаимная ответственность как производителя мороженого, это промышленность, да, уже пищевая, так и производителей молока, это тоже промышленность, только сельскохозяйственная.
И мне кажется, что вот на ваш вопрос отвечает тоже бизнес, который здесь работает. Потому что вот я говорила о том, что сертифицируют миндаль как продукт, да, то есть как орех. Но это завершается один этап, и начинаются задумки о том, наверное, начнем производство миндального печенья. Кажется, оно пользуется спросом. То есть, понимаете, вот каждый новый цикл, он вытягивает. Я, например, много лет спрашивала, ну что такое, ну почему фрукты перерабатываются, а овощи не перерабатываются? Нет мощностей. Ну, с одной стороны, удивительно, вот вам, значит, еще одна площадка, овощи есть, а мощностей, оказывается, по переработке просто нет в Гагаузии. Здесь два вопроса. С кем вы сотрудничаете, потому что, ну, в условиях маленькой страны это тоже нужно учитывать. Но, с другой стороны, условия маленькой страны диктуют и собственные подходы к бизнесу. И тем более, что вот это, скажем так, экологически чистая продукция, конечно, для того, чтобы добиться этой эмблемы, это очень серьезные вложения, и это вот опять направление инвестиций. Но, с другой стороны, это совершенно другая ниша, и, ну, скажем, и сроки получения вот этого сертификата об экологически чистой продукции, ну и, естественно, его стоимости, она очень разнится в зависимости от того, что ты производишь. Ну, а если говорить об опыте наших европейских, например, партнеров, Польша, которая традиционно известна как один из крупнейших производителей картофеля в Европе, традиционно, в течение 3 лет она сориентировалась и занимает одно из первых мест в мире по производству экологически чистого картофеля. А это совсем другая позиция и другая цена. Поэтому этот наш маленький масштаб, с одной стороны, это проблема, а с другой стороны, это повод для того, чтобы занять свою нишу, ну, по крайней мере, сделать на нее заявку, совершенно другой, то есть нишу товаров, которые, так сказать, элитного потребления. В Молдове много говорится о безработице и о нехватке рабочих мест. Ну вот я общаюсь с предпринимателями в Гагаузии, есть у меня мои знакомые, друзья, которые в том числе начинают со стартапов, и они мне говорят, что невозможно найти работника на зарплату 4-5 тысяч лей. То есть трудом набирается персонал, особенно на квалифицированные какие-то должности. Что вы думаете по этому поводу? Нет, ну, о рынке труда? Я не могу ничего думать о рынке труда, которого нет. Рынок труда – это не просто название. Рынок труда – это, то есть это не базар трудовой. Вот. Рынка труда у нас нет, и мне кажется, что основная проблема здесь, ну, безусловно, это и зарплата, спора нет, но с точки зрения, особенно если это начинающий работник, да, то, ну, как бы вот такие иллюзии о рае на земле везде, кроме как Молдова, они как бы заранее завышается планка, да, то есть как-то я такой молодой, красивый, и за такие небольшие деньги. То есть люди привыкли к тому, что можно уехать и заработать в 2-3 раза больше? Да, люди привыкли, что можно уехать и заработать в 2-3 раза больше, только они не хотят задумываться о том, что возможности заработать в 2-3 раза больше у них будет отнюдь не по специальности. Особенно это касается, ну, выпускников, да, потому что, во-первых, ну, требования к различным профессиям бывают такие, что взаимоисключающие, да, пока нет 3 лет стажа, мы тебя не можем взять на работу, но чтобы получить 3 года стажа, надо сначала начать работать. Ну, это, например, проблема для большинства специальностей медицинских. Вот, я не знаю, как она сейчас, но я знаю, что такая проблема была. Но я думаю, что ваши коллеги из бизнеса, ну, я не говорю, что там 4-5 тысяч, это действительно не проблема, это проблема, но
у нас существует проблема очень серьезная, когда ты готов платить зарплату, да, бизнес готов платить зарплату, но людей, которые бы соответствовали требованиям, за которые бизнес готов платить эту зарплату высокую, их нет. И это касается не только, ну, скажем, специалистов там, в области бухгалтерского учета, и, там, планирования. Это касается дизайна, это касается всех инженерных специальностей, по крайней мере, большинства. Это касается квалифицированных рабочих специальностей, потому что как-то мы утратили вот это бережное отношение к рабочей специальности и вдруг столкнулись, что если что-то серьезно испортилось даже в доме, то очень трудно найти человека, который помогает, как это исправить и исправить качественно. Поэтому мне кажется, что вот проблема, ее все-таки начинать надо, она возникает по нескольким причинам. Во-первых, профессиональное образование, я имею в виду рабочих специальностей, оно у нас практически исчезло. Оно сейчас начинает потихонечку восстанавливаться. И одновременно с этим у нас в определенном смысле обесценилось высшее образование, да, потому что как бы, ну, с точки зрения сравнительных цен на образовательные услуги, университетские услуги, они все-таки у нас в стране, ну, очень щадящие, скажу так Доступные. мягко. Ну, доступные не с точки зрения абсолютного, может быть, значительной части наших граждан, но в связи с тем, что они доступны, а сейчас мобильность, особенно молодежи, она очень высока, то, с одной стороны, наши вузы теряют своих студентов, потому что они тоже уезжают учиться в другие университеты, ну, добирают это из других источников. Но проблема состоит в том, что у нас нет вот этой увязки, она только-только начинает как бы в зачаточном состоянии, да, потому что поступают в вуз и, в принципе, заранее в большинстве случаев знают, что они никогда не будут работать по той специальности, по которой они учатся. А стало быть, ну, ведь не только диплом нужен, нужны знания, нужны навыки. У нас не реализуется, ну, очень много серьезных проектов только потому, что потенциальный инвестор частный, ну, может быть, это не такая гигантская какая-то компания, но для нашей страны вполне такая приличная компания, который приходит, понимает, что готового, квалифицированного и недорогой рабочей силы здесь уже нет, о чем он прочел. А готовности, допустим, сначала вложиться в подготовку кадров, все-таки, ну, не каждый инвестор соглашается понести такие сопутствующие расходы. А значит, тот, который соглашается, соответственно, он их впоследствии должен будет компенсировать. Поэтому у нас парадоксальная ситуация. У нас, с одной стороны, безработица, ну, по цифрам она не критическая, поскольку, к сожалению, вот у нас, конечно, отток трудовых мигрантов. И что самое неприятное, что если еще там, допустим, 5, 7, 10 лет назад, ну, как бы за границу не потому, что хорошо, уезжали люди, ну, скажем, с корнями в Молдове, то есть у них оставалась в Молдове семья, родители, собственные дети, жены, мужья, и все-таки привязанность к стране, она была сильнее, то есть с корнями. Сейчас, во-первых, уезжает молодежь, во-вторых, очень многие уезжают учиться в разные вузы, но не в стране, но это уже человеческая, так сказать, особенность, что как раз этот возраст, тот возраст, когда чаще всего создаются семьи, хотя в современных условиях они создаются попозже, чем, скажем, 20 или 30 лет тому назад. Но это все равно тот возраст, когда, а если ты привязываешься уже, то есть семья создается не дома, а условия, к сожалению, у нас в стране сейчас такие, что она не конкурентна при выборе окончательного
во многих случаях, по крайней мере, для выбора окончательного места жительства. Поэтому, ну вот, пробуйте, у вас опять есть ну, свои условия. То есть если вы создадите, то опять компактность проживания. Это же не обязательно, что только будут вот жителям Гагаузии. Можно работать, а у вас есть опять возможность, да, чтобы приезжали не из Галаца, то есть не из Гагаузии в Галац или еще куда-то, а наоборот. То есть здесь, мне кажется, вот эта ваша компактность и чувство общности, чувство региона, это то конкурентное преимущество, ну, еще в совокупности с автономным статусом, который у вас есть, который дает дополнительные возможности. Я думаю, это вот то конкурентное преимущество, которое у вас есть возможность проработать и использовать более эффективно. Давайте подытожим наш разговор. Вы чуть выше сказали, что Гагаузии уступает только Кишинев. По многим показателям на одного жителя, да? Вот власти Гагаузии ставят перед собой задачу в ближайшие годы обеспечить экономический рост, существенный экономический рост. Вот на ваш взгляд, все-таки какие плюсы есть у Гагаузии в этом отношении, какие минусы, если вот очень коротко? Понимаете, к счастью, я не власть, поэтому я хочу вот разделить ответ как бы на две части. Если говорить о цифре, то Республика Молдова, ну, начиная с 2001 года, то есть это уже почти 20 лет, да, ну, у нас были какие-то такие не очень благоприятные годы, но практически с 2001 года, за редким исключением, у нас наблюдался экономический рост. Более того, с 2001 до 2008, вот до мирового финансового кризиса, у нас было 8 лет устойчивого роста. Где-то к 2008 году население начало чувствовать, вот понимаете, не статистическую цифру, а начало чувствовать результаты, то есть что такое экономический рост. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, настрой. Я желаю и власти, и народу Гагаузии, чтобы обещания реализовались. Это будет во благо и народу, и власти, если обещания реализуются. А с точки зрения прагматизма, я просто хочу сказать, что так устроена экономика, что то, что начинают сегодня, ощутимые результаты, оно в 99% случаев дает завтра, а чаще всего послезавтра. Поэтому вот я еще раз подчеркиваю, что в этом смысле, мне кажется, вот это ваше большое достоинство. Вы мыслите регионом. И даже несмотря на какие-то такие, ну, знаете, ссоры, если так можно сказать, или какие-то даже не ссоры, а неурядицы, вот это ваше чувство региона позволяет не переносить их в полной мере. Безусловно, они сказываются на развитии. Мне кажется, что вот если те зачатки, о которых мы говорили сегодня, что-то более уже, так сказать, устойчиво, что-то только-только появляется, если общими усилиями, а я очень надеюсь, что если можно убрать, у вас получится довести это дело до разумного конца, потому что самое главное, вот для меня самый главный, ну что ли, вывод из сегодняшней, я бы даже не сказала круглого стола, а из нашей дискуссии, это то, что вы задаете очень много вопросов. И вы не задаете вопросов о том, а почему у нас этого не случилось. Вы задаете вопросы, вот все, кто нам задавал вопросы, мы уехали сегодня сюда, мои коллеги остались. Люди не уходят, люди разговаривают, люди задают вопросы. И даже с учетом того, что, допустим, я же не специалист отраслевой, да, и они ухватывают. То есть это означает, что и ваш Рибок... Оптимизм есть? Нет, во-первых, оптимизм есть, а во-вторых,
ваши устойчивые усилия, и в этом смысле, конечно, вот пример, то, что вы все-таки выиграли этот проект «Мэры за экономический рост», это новая для нас инициатива, и это инициатива, которая исходит от нас. И то, что, насколько я поняла, вот из вида деятельности этого консультационного центра, что он собирается жить и дальше, то есть без проектной поддержки. Ну и мы знакомы с координатором проекта, и есть уже мысли о том, что фандрайзинг — это не обязательно гранты, то есть уже есть мысли фандрайзинг расширить с точки зрения и помощи не только где можно получить грант, но и как найти инвестора. Это ведь тоже фандрайзинг. И то, что ваша консалтинговая фирма еще в стадии проекта думает об этом, я думаю, это сигнал о том, что будем жить. Спасибо большое за сегодняшнее интервью. Спасибо, что вы нашли время, приехали в нашу студию, приняли участие в моей программе. Ну а зрителям программы я хочу сказать спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками на моем канале в YouTube, ставьте лайки и пишите комментарии. До свидания.